Здравствуйте, уважаемые телезрители! В прямом эфире НТРК Ингушетия, программа «Главная». Меня зовут Амир Цачуев, и, естественно, мы начинаем этот эфир поздравив вас, уважаемые телезрители, с началом священного месяца Рамадан. Именно ему будет посвящен этот эфир, и мы будем брать Рамадан не с точки зрения религии, а с точки зрения, скажем так, коммунальных услуг, которые мы, республика, обязана предоставлять нашим жителям в течение этих 30 дней, да в принципе и всегда, но особенное внимание глава Ингушетии на совещании обратил на месяц Рамадан. И давайте не буду долго говорить, посмотрим выступление главы Ингушетии, после вернемся. 3 раза в день в режиме онлайн, не надо там меня всех обманывать, 3 раза в день в режиме онлайн информация по ценникам с рынка должна проходить. Это проходит без предупреждения этих товарищей. Где завысили, где не завысили. Когда ценник ставит тот, о котором мы говорим, а людям говорят, нет, это нам навязали, а продаем мы выше. И опять диктуют другие цены. То есть ценник там 60 рублей, а продают за 70 рублей. Соответствует ценнику. На всех товарах должны быть ценники. И на это обращать очень серьезное внимание. Третье. Со всеми крупными оптовиками, а вы должны были с ними разговаривать еще там месяц назад, переговорить. В том числе, кто снимает в аренду помещения. Насколько хозяин рынка снижает арендную плату, и насколько этот товарищ-продавец снижает в том числе цены на товары. Именно в этом месяце. Потому что все взаимосвязано. Через 10 дней мы подводим итоги. Если там уже в течение 10 дней идут нарушения, мы тут же жесткие меры должны принять, вплоть до закрытия этого рынка и там развертывать там уже выездную ярмарку там выходного дня. Ну и по качеству день и ночь работать, особенно обратите внимание на продукцию, так называемые, бахчевые, фрукты, овощи, насчет нитратов. Ну, друзья, вы все прекрасно слышали. Это на самом деле очень хорошая мера, потому что мы все с вами знаем, что начинается в преддверии праздников, окончания месяца Рамадан, что начинается на битве в горах, что начинается на любом празднике. Цены почему-то резко вырастают до фантастических цифр. У нас в гостях представитель Министерства экономики Залина Албогачиева. Залина, вот насколько вообще вы включились в работу после вот этих слов главы Ингушетии? Во исполнение поручения главы, а также в соответствии с распоряжением правительства создана рабочая группа. В период месяца Рамадан составим план графика выездных этих проверок. Также проведена соответствующая работа с управляющим рынком. В действующие меры было предложено снижение арендной платы за торговое место вот в этот священный месяц. Также будут проводиться ярмарочные мероприятия, хотя это Минсельхоз делает совместно с муниципальными образованиями. А вот в прошлом году такая практика применялась, вообще мониторинг цен? Это применяется каждый год. Насколько вообще люди, занимающиеся бизнесом своим, откликаются, идут навстречу? Вы знаете, идут навстречу, понимают, что это действительно нужно, что это необходимо для жителей наших. Так что это действенная мера, можно сказать. А вот вы в определенных местах этим занимаетесь или на каждом рынке в республике? На каждом рынке, во всех рынках Республики Ингушетия. Ну, надеюсь... Снежинский район, Молгобекский район, город Назрань, город Карабулак. И в каждого есть один рынок выходного дня. Там тоже посмотреть. На самом деле, я почему так скептически задаю этот вопрос? Потому что мы все через это проходим, мы все бываем на рынках в преддверии праздника, и цены почему-то продолжают так же кусаться, как и кусались до. Они объясняют это тем, что на базах повышают цены, и, соответственно, им приходится добавлять. Вот. А до баз у нас руки не доходят. Но это в соседних регионах, это же не у нас. У нас нет торговых оптовых баз. Если были бы свои базы, то цены были бы, соответственно, ниже. А вот насчет в режиме онлайн 3 раза в день показатели снимать, грубо говоря, с торговли. Насколько это возможно? Насколько технически Минэк может это делать? Ну, технически, если есть необходимость, то мы это будем делать, но я думаю, что 1 раз это будет достаточно.
Ну, не знаю, глава Ингушетии хочет 3. Ну, 3 раза, так 3 раза. Поэтому давайте в течение месяца это можно. Плюс ко всему этому, а вот мне интересен сам процесс. Как выглядит вот этот мониторинг цен? Что будет, если человек, продающий на рынке, допустим, яблоки, сделает наценку, и вы это узнаете? Что будет с этим человеком, что будет с этими яблоками? Мы просто предупреждаем. В следующий раз, чтобы этого не было. И все? И все. Я думаю... И, соответственно, говорим с управляющими рынком. И вот они воздействуют на них. Давайте я дополню этот вопрос, Амир. Вот, например, да, у нас Яхья Шадиев, да. Конкретный случай, если там выявляется действительно, если человек действительно добавляет необоснованную цену, это можно проверить цену, обоснованную или нет. Просто товаросопроводительные документы проверить, за сколько он покупал и за сколько он продает. И надбавка там посмотреть. И все эти действенные меры, действительно, если уже Минэкономики договаривается с хозяином рынка, что они снижают ему арендную плату, а тем не менее он все равно стоит на своем и держит эти цены на максимальный уровень, действительно будет решаться вопрос о лишении его этой торговой точки. Просто место торговой точки и заменить его другим ИП или другим предпринимателем, кто будет добросовестно выполнять свои обязанности. А вот вы сказали про сопроводительные документы, где отмечается, за сколько он покупал, за сколько он продает, да, вот эта разница. А у всех бывают эти документы? Конечно же, да, должны быть эти документы. Мы в рамках своего надзора обязательно требуем эти документы, чтобы нам предоставлялись. Эти документы может даже потребовать сам покупатель, если ему интересно посмотреть. И касательно сопроводительных документов, у него должны быть обязательно документы, подтверждающие качество реализуемой продукции, действительно, кто производитель, прошла ли эта продукция, если там плодовочная продукция, проверку на содержание нитратов, что она безопасна в употреблении. И такие документы обязаны быть на месте. Если таких документов не бывает, то в отношении данных нарушителей уже применяется мера административного воздействия. Уже наказание идет за данное нарушение. Ну, будем надеяться, что вы не доведете, уважаемые люди, работающие в сфере торговли, до этих санкций, и вы должны с пониманием отнестись к тому, что это наш общий праздник, и то, что делаем мы это делаем для вас, и завтра мы же придем к вам домой, вас поздравлять. Да, как правильно вы отметили, какое отношение будет у предпринимателей к нашим просьбам, к нашим требованиям, такое отношение и у нас будет к ним. Если там выявлено нарушение, если это они добросовестно исполняют свои все обязанности, если это по незнанию, мы можем тоже быть снисходительны к ним, не так жестко реагировать на эти нарушения. Если при предупреждении или при просьбе они будут исправляться, то мы тоже будем идти им навстречу. И все должны знать, что если глава республики об этом говорит, если правительство говорит на этот месяц, они должны нам пойти навстречу, и, соответственно, мы будем идти им тоже навстречу. Вообще, вот есть же в экономике такой термин, когда, допустим, все продают по 150, а я продаю по 100. Да. Но в нашей республике... Это плохо, насколько я понимаю. Да, это плохо. Ну, сейчас, на данный момент, да, конкуренция большая. Мы знаем эти торговые точки, открыть повсеместно, магазины, рынки. Конкуренция очень большая. И я считаю, что невыгодно ни одному предпринимателю завышать эти цены. Просто люди к нему не будут идти и не будут у него покупать. А, соответственно, вот информация о ценах, как говорил глава республики, мы будем распространять, мы будем говорить людям, уже здесь дешевле, идите туда, туда. Ну, это мы сделаем так, чтобы не было выгодно просто их поднимать, эти цены. Благо есть это конкуренция, многие сейчас занялись торговлей. Это нам большое подспорье. Ну, вам удачи, друзья, вы все прекрасно слышали, не завышайте цены, потому что Роспотребнадзор будет вычеркивать ваш адрес из списка тех, куда нужно посылать людей перед праздниками. Мы перейдем немного к ЖКХ. У нас в гостях Руслан Дидигов, представляющий службу газа. Руслан Дедхелчин. Ну и самый главный вопрос. Бесперебойность подачи газа в месяц Рамадан. Насколько вы готовы выполнить вот это поручение главы?
Значит, бесперебойное обеспечение газом жителей Республики Ингушетия на период Рамадана гарантировано. И еще одно небольшое сообщение от генерального директора «Газпром» газораспределения Назрань. Уважаемые жители Республики Ингушетия, АО «Газпром» газораспределения Назрань в месяц Рамадан не планирует производить отключение домовладений населения от газоснабжения. Также, то есть, никаких отключений в период месяца Рамадана производиться не будет. Ни за дебиторскую задолженность, ни за самовольное подключение. Также сообщаем, что во всех 4 районах республики организовано круглосуточное дежурство аварийно-диспетчерских служб АО «Газпром» газораспределения Назрань. Просим вас при обнаружении запаха газа в помещениях звонить по телефону 104 или 112. Будьте бдительны при использовании газового оборудования, берегите себя. Короткое сообщение. Ну, вы все слышали, друзья. Будьте бдительны, берегите себя. А насчет отрезать не будут от общего газа? Ну, это вот такая, вот, скажем так, вот в месяц Рамадан никого трогать не будем, да? Совершенно верно. Ну, также производилось в прошлом году, также в этом году и в дальнейшем, надеюсь, также будет. Месяц Рамадан. Но в дальнейшем давайте надеяться на то, что люди не будут незаконно подключаться. Будем надеяться. Вот это самое главное. Насколько вообще вы готовы? Есть ли какие-нибудь проблемы? Есть ли проблемные районы в городах, куда газ очень плохо поступает? Практически проблемных районов у нас в Республике Ингушетия нет. Даже отдаленный Джеравский район, и то газоснабжение налажено четко, и перерывов в летнее время, во всяком случае, не бывает. Единственное, в зимнее время бывает в некоторых местах недостаток подачи газа по причине резкого увеличения газопотребления. В 7-8 раз в зимнее время газопотребление увеличивается, поэтому так сказать, в некоторых точках наблюдается пониженное давление газа перед их бытовыми газовыми приборами. Ну, с этим мы боремся, проводим, значит, мероприятия, реконструкцию газовых сетей, стараемся избавляться от таких точек, в которых заниженное давление газа. Здорово. Друзья, я напоминаю, это прямой эфир. Вы можете тоже принять участие в нашей программе, просто позвонив на номер 8 800 301 41 42 и задать интересующий вас вопрос нашим гостям. Дальше мы перейдем к МРСК. У нас Магомед Мальсагов. Насколько у вас получается бесперебойно подавать электроэнергию в месяц Рамадан? Так, насколько мы знаем, есть распоряжение главы об создании штаба, образовании штаба, круглосуточного штаба всех ресурсоснабжающих организаций при правительстве. Там все дежурные ответственные лица назначены. Также по всем структурным подразделениям, это районные электрические сети, также все структурные подразделения, это службы, также назначены ответственные дежурные за бесперебойную подачу электрической энергии, которые, это их повседневная, конечно, работа, они все день, ночь, они, как говорится, на вахте. Это такая отрасль, все знаете, я думаю, обойдемся, наверное, без больших отключений аварийных. А вот помимо отключений, есть же еще проблема, скажем так, нехватки мощности трансформаторов в некоторых районах? Нет, как таковых сигналов на сегодняшний нет. Ну, если вот так аномальная жара, она всегда как-то большие нагрузки нам приносит. И мы будем реагировать, как говорится, в операции в случае. А вот у нас есть замечательный сюжет наших коллег, связанный с нехваткой мощности, скажем так, подачи электроэнергии на улице Казбеги в городе Назрань. Давайте посмотрим сюжет, после вернемся. Вот я отправлял фотографию, вы видите, L. L бывает, когда меньше 140 вольт. Знаешь, он не тянул, поэтому L. Теперь смотрите второй. Вы видите 141, выход 247. Смотрите, вход 141. И поэтому сегодня прислали комиссию. Итак, уже 20 лет подряд техника выходит из строя, стабилизаторы и вовсе плавятся. Впрочем, по этой причине пришлось заменить даже счетчик, говорит Зарима Амирханова. Постоянные скачки и перепады напряжения, по вечерам и вовсе тусклый свет. С такой жалобой, уже устав надеяться на перемены, жители улицы Казбеги обратились к нам в редакцию. Если я плачу за электричество,
у меня даже всегда за электричество переплата. Почему я не могу требовать, чтобы электричество было нормально? Вчера утром не тянет ни стиральная машина, ни холодильник, ничего не тянет, я начинаю звонить. И самая большая проблема в электроэнерго, то, что ни один телефонный номер, который указан в сетях, на официальных сайтах, ни один номер не отвечает. Электрики первым делом спешат проверить напряжение. Обычно оно не превышает 140 вольт, говорит Зарема. Это сейчас стабилизаторы непривычно показывают цифру 220. За все эти годы такого напряжения здесь просто не видели. За свет Амирхановы платят вовремя, долги не копят, в отличие от своих соседей. Из более 90 потребителей по всей улице фактически платят только 2 семьи, в числе которых и Амирхановы. У большинства задолженность доходит до 50 тысяч. 970 с лишним тысяч рублей. Такова задолженность за потребленный энергоресурс одной улицы Казбеги. Но проблема здесь даже не в долгах, говорят энергетики, а в так называемых накидках. Левые провода тянутся, причем сразу несколько, буквально от каждого второго дома. Комиссия отмечает, мало того, что провода накидывают в обход всяких мер безопасности, так еще и сеть перегружают. Отсюда и частые скачки напряжения, и перебои с электричеством. Энергетики сразу замечают и фазоискатель, который подключен к дому Амирхановых. Это значит нарушение влечет за собой то, что дальше жители, которые живут по этой улице, у них может быть некачественная подача электроэнергии, напряжение, слабое напряжение. И второе, это может за собой повлечь выход из строя нашей трансформаторной подстанции. Данные абоненты ставят фазоискатели, и так получается, не зная, они переходят все на одну фазу, загружают трансформатор и тем самым вводят его из строя. Потом опять же жалуются. И на низкое напряжение жалуются, и на выход из строя трансформатора. Все бы ничего, да только меры безопасности никто не отменял, отмечают энергетики. По сути, жители в погоне за качественным напряжением сами друг другу гасят свет. Трансформаторы не тянут всю нагрузку. Но люди должны в первую очередь беспокоиться о безопасности. Значит, есть безопасность при эксплуатации электроустановок, специальные правила. Значит, в данном случае здесь мы мало видим, что люди соблюдали эти элементарные правила безопасности. Они подвергают мало того, что свою жизнь, так и жизнь своих окружающих людей. Левые провода комиссия фиксирует почти везде. Их отрезают от сети на месте, а материал направят в прокуратуру. Так или иначе, последние пару дней на свет жаловаться не приходится, отмечают и сами жители. Вчера совсем даже берег урок уже течет. Теперь немножко вот как 2 дня улучшился свет, и все. Вот так и обрадовались. Полагаться на совесть энерговоров, конечно, тоже не выход. И если сейчас напряжение в сети нормальное, это не дает гарантии, что проблемы снова не появятся, говорят жители. В МРСК на это дают обещание. До конца года во всем микрорайоне планируют отреконструировать все сети. Ну вот такая ситуация на улице Казбеги. Насчет обещания МРСК, это действительно успеете к концу года-то? Ну, это обещание по комплексной программе по развитию реконструкции сетей. Будем надеяться, что это у нас как нормально пройдет. Но на первый тот вопрос, наверное, сюжет все это ответил. По сюжету было видно, что почему в таких местах низкое напряжение. Все верно было видно, тут не поспоришь. Действительно, друзья, вот эти, скажем так, левые подключения, они в любом случае влияют и на качество подачи электроэнергии и вашим соседям. А мы вот этот вот момент, лишь бы мне хорошо, давайте от него тоже потихоньку избавляться. Самый главный вопрос, ну вообще с электроэнергией у нас есть, она стабильно подается. Но в случае дождя, в случае сильного порывистого ветра у нас случаются различные, скажем так, казусы, да, в этом направлении. И насколько вообще получается быстро реагировать на устранение этих моментов? Ну, во всех структурных подразделениях, значит, районных электрических сетях, в каждом районе есть оперативные выездные бригады, и которые реагируют на момент поступления сигнала, что, мол, пункт такой-то, там улица такая-то, есть отключение, сразу выезжают, или, как говорится, ликвидируют неисправность. По времени. Ну, по времени зависит, наверное, от сложности, да, ситуации? Как можно скорее, да. Спасибо.
Ну и, друзья, переходим к главному вопросу месяца Рамадан. Это вода. Без воды вообще никуда нельзя. Не только в Рамадан, в принципе, вся жизнь – это вода. У нас Хамзат Сукиев, заместитель директора ГУП Ингуш-регион водоканал. Руслан, ну совсем недавно мы вас здесь встречали, говорили о воде в Карбулаке, а сейчас как вообще ситуация? Насколько получится бесперебойно подавать воду людям? Потому что в прошлом году 2 недели из месяца Рамадан жители Плиева просидели без воды, и это факт, с которым вообще не поспоришь. В этом году есть такие проблемные участки? Плиева, да, есть действительно такая проблема. На самом деле там нехватка единственное там. Вот сейчас, на этот момент, да, у нас создано несколько бригад быстрого реагирования, ну, можно так сказать, быстрого реагирования, дополнительные бригады по всем районам. В случае аварии, у нас часто бывают аварии, аварии происходят из-за того, что у нас вот эти водопроводные сети, они старые, очень старые, 70-х, 80-х годов есть. Нам необходимо подавать воду, в любом случае мы обязаны подавать. Для того, чтобы подать вот эту воду, нам нужно поднять давление. Когда мы давление поднимаем, естественно, вот эти трубы наши не выдерживают, и, естественно, мы постоянно боремся. А вот что касается Плиева, действительно, там ситуация очень сложная. Мы сейчас будем в основном закачивать вот эти вот водонапорные башни, да, вот будем накачивать, и ночью будем накачивать. Постараемся максимально, что возможно, не только возможно, невозможно будем делать, чтобы подать воду. Мы понимаем прекрасно, когда вот месяц Рамадан, да и вообще без воды, действительно, как вы сказали, Амир, без воды нет жизни. Если там без света можно сидеть со свечкой, да, вот, без газа с дровами, а вот без воды... Без воды никак. Ну, я хочу заверить жителей республики, да, вот, регион водоканал в полном составе на сегодняшний день работает только над тем, чтобы обеспечить население. И будем, надеюсь, Аллах даст, надеюсь. Ну, на все воля Божия. Да. А у нас звонок примем. Давайте звонок. Интересно послушать, что хотят спросить наши телезрители. Алло, говорите, вы в эфире. В эфире Плиеве художник даст солнечную утягиваю. Ультир. Махибет лахуддан ваддагадатхо. Алхужин даст его. Ты говорил, Барков, говорил. Плиева. Ну, опять же, Плиева, улица Солнечная. Вот то, что я говорю. Худда дали, Андрей, худда, мы все делаем. Подключаем сейчас дополнительные насосы, все делаем, обеспечим, постараемся обеспечить. Ну, вода будет. Люди обещают, значит, вода будет. Плюс ко всему еще у нас уже готовые есть машины, даже автомобильный подвоз будет. Мне подсказывают вот сейчас наши режиссеры, что люди говорят, что уже второй день в Плиево сидят без воды. Ну, где это, в каком месте? В каком месте? Ну вот улица Ахриева, в частности, есть у нас сегодня без воды. По окончании Солнечная, эфира, Базоркина. Улица Ахриева, Солнечная, все это будет проверено, все это будет посмотрено. Нельзя сказать, что там сидят без воды. Я понимаю, там, возможно, будет маленькое давление. Такое возможно. Но так, чтобы воды не было, моментально сейчас проверим. Прямо после эфира. Хорошо, мы вас поняли. Ну, проверив, если вдруг обнаружить, что там действительно нет воды, помогите людям, потому что... Обязательно. Это... Мы же все вот радеем за то, что... Мы же все хотим в рай, да, буду говорить прямым текстом. А это, знаете, требует некоторых затрат и физических, и умственных, и финансовых в том числе, друзья. У нас есть сюжет, связанный именно с водоснабжением в республике. Давайте его посмотрим, после вернемся. Для того, чтобы у жителей республики в этот священный месяц не возникали проблемы с электрогазоводоснабжением, в правительстве региона создан оперативный штаб, который в течение всего священного месяца будет обслуживать население. Помимо прочего, принимать звонки от жителей республики оперативный штаб и будет в 3 дня празднования священного месяца Рамадан. С
Сотрудник оперативного штаба принимает очередной звонок. Мужчина на конце провода жалуется на отсутствие в доме газа. На месте связались с соответствующими структурами, чтобы устранить неполадки. Оперативный штаб, созданный по поручению главы Ингушетии, работает круглосуточно. Принимают звонки от жителей республики сразу 4 специалиста, отвечающих за электричество, газоснабжение и подачу воды. Традиционно многие обращения касаются отсутствия воды. В большинстве населенных пунктов республики это самая актуальная проблема в месяц Рамадан. У многих жителей региона есть небольшие огороды, которые необходимо поливать, потому и бывают задействованы все водозаборы. Ну, вот такая ситуация. По штабу мы поговорим чуть попозже. С водой давайте закрепим. Хамзат, ну, да. Удачи вам желаем. Вот от всей души желаем вам удачи, чтобы вы подавали воду. Барко, единственное, вот просьба, вот хотел бы обратиться еще к жителям, у тех вот, кто живет от низменности, да, так называемой, да, вот, когда нужно уже воду поднимать внизу, здесь необходимо закрывать свои краны, только пользоваться водой только для нужд, а не так, чтобы там полить там двор, тротуарную плитку и так далее. Люди действительно нуждаются в воде, мы обязаны подавать, а если ты мимо себя не пропускаешь эту воду, там наверху сидят люди, тоже самое. Хотя... Ни себе, ни людям получается. Да. На самом деле проблема очень серьезная. Вот может показать, что это такая вот мелочь, но на самом деле, друзья, это не мелочь. Когда ты едешь по республике в жаркие дни особенно, вот в каждом дворе ты видишь, как человек прям шлангом поливает территорию своего двора. Ну зачем? Да, вы освежили там, а дальше что? Через полчаса снова поливать. И вы тем самым лишаете воды людей, которые живут дальше, чуть выше, как сказал Хамзат. Это на самом деле правда. Я с этим, к счастью, не сталкивался, но знаю людей, которые сталкиваются с этим ежедневно. Поэтому уважайте других людей, оставьте воду людям немножко. Спасибо большое. У нас в гостях Умар Султыгов, руководитель штаба, да, как я понимаю, оперативного штаба, который будет работать на протяжении всего месяца Рамадан при правительстве. Вот телефоны на ваших экранах, звоните на эти номера, если вдруг у вас проблемы с подачей воды, газа, света или какие-то другие проблемы с коммунальными ресурсами. Поэтому, я думаю, Умар лучше сам расскажет. Да? Умар, расскажите, пожалуйста, насколько вообще бодро так началась работа штаба? В целях приема обращения граждан населения по обеспечению бесперебойного электро-, газа и водоснабжения в период священного месяца Рамазан при правительстве Республики Ингушетия создан оперативный штаб. Оперативный штаб будет работать с 15 мая по 17 июня текущего года, круглосуточно. И в случае, если будет отключение газа, света, воды, как я говорил, вы можете, жители республики могут позвонить по номерам, контактным номерам, которые указаны. Ваши звонки будут приняты, и эти аварийные ситуации будут устранены оперативно. А вообще, вот уже 2 дня получается, да? Да. 3 дня, сегодня третий день вы работаете. Насколько вообще часто звонят люди? Обычно к нам часто звонят по поводу воды, как мы говорили сейчас. И очень часто звонят с Плиева. Но этот вопрос водоканал решает, и я думаю, с этим проблем не будет. А в остальном по газу, по свету у нас такого проблем нет. А как вообще выглядит работа штаба? Вот звоню я вам и жалуюсь, что у меня в Плиево нет воды. Дальше что происходит? Да, дальше у нас есть представители из каждых этих отраслей, то есть с газовиков 1 человек, с МРСК и с водоканала. Они звонят, соответственно, своим службам, и те, соответственно, устраняют в кратчайшие сроки. То есть реагируют. А насколько эффективно вообще? Бывает так, что не реагируют? Говорят, да, аккорд, да, брюжим. Нет, так нельзя. Мы отслеживаем сразу, говорим, когда будет устранена эта аварийная ситуация, и как они говорят, полчаса или час, мы звоним обратно и говорим, как ситуация. И ответно звоним жителю, который позвонил, у него проблема какая, и говорим, устранена проблема, нет. И тот или подтверждает, или если не подтверждает, то мы обратно звоним этим службам
и добиваемся, чтобы они в кратчайшие сроки устранили проблему. И получается? И получается, да. А вот, допустим, из 10 обращений, сколько вы, вот, ну, были же обращения, больше 10, да, наверное, уже, да. Потому что я видел, как бывает обращения, да. Каждое обращение, получается, на каждое отреагировать, решить проблему? Да, конечно, мы обязаны и делаем, мы обязаны. Я, как говорил, с газовиками, с МРСК, ну, с газом, с светом у нас проблем как такового нет. Просто с этой водой немножко там проблема, но это тоже, как я говорил, решается. Хотя, мы решаем. То есть они, как мы им звоним, они стараются и решают вопрос. Хотя парадокс в том, что каждая река, протекающая в Ингушетии, друзья, это питьевая вода. Так, на секунду, а у нас проблемы с водой. Как-то немного не состыковывается все это. По крайней мере, у меня в голове. Ну, ничего, я думаю, решат. У меня есть вопрос еще касательно торговли в республике. И вообще, откуда берутся цены? Вот, Яхья, к вам вопрос, представитель Роспотребнадзора. Цены назначают сами предприниматели, за что привез, там, свои расходы, там, прибыль считают и ставят цены по какой им выгодно торговать и привозить этот товар. В этом случае мы не вмешиваемся в это, не можем им дать указания, чтобы они вот придерживались вот такой цены, такой цены. Но если брать в общем, по сравнению с другими торговыми точками, если мы, как уже мы отметили, что если в накладной у них одна цена, там, если он добавляет 100%, то это уже не порядок. Мы это уже реагируем, смотрим на это и стараемся, чтобы данный человек снизил эту цену. И немаловажный факт в том, что глава отметил то, что во многих местах мы замечаем отсутствие ценников как таковых. Приходит человек, да, набирает товар, уже на кассе ему предъявляют эту цену. То есть для него это сюрприз. Обязательно на каждом продукцию должна быть своя цена, стоят ценники. Мы это требуем, за это индивидуальный предприниматель, торговая точка уже несет свою ответственность. Еще глава отметил то, что на прилавке цена стоит одна, на кассе пробивает уже другую цену. То есть это уже идет прямую, это уже кодекс административных правонарушений, уже подпадает под статью, это уже обман потребителя. Уже на эти вещи мы будем реагировать очень жестко и будем наказывать этих нерадивых предпринимателей. И в связи с этим у нас есть и свои номера горячей линии, по которым могут наши жители звонить нам, сообщать о этих фактах. 962-647-05-05 и 55-02-22. 647? 05-05, 962 код. На каждое обращение мы будем реагировать немедленно. Просим, есть такая просьба, сообщать нам о таких нарушениях. Помимо вот этих цен, немаловажный факт, тоже отметил глава, что эта продукция должна быть качественной. То есть и не просроченная, чтобы человек, который покупает, чтобы купил качественную продукцию за свои деньги. Вот очень важный вопрос в нашей республике, потому что в последнее время очень много разговоров о просроченности и переклеенных, скажем так, сроках годности на молочной продукции в республике. Да, к сожалению, не только на молочную продукцию, на кондитерские изделия, на всякого рода продукцию. К сожалению, эти факты имеют место в нашей республике. Конечно же, мы в ходе своих надзорных мероприятий такие факты и выявляем сами, и наказываем, привлекаем к административной ответственности. Могу заверить всех индивидуальных предпринимателей, наши штрафы несоизмеримо больше их прибыли. Мы можем наказать на 100 тысяч, вплоть до 1 миллиона, если такой факт уже на торговом объекте выявлен. И просьба не заниматься этим. И у нас есть такое наблюдение, то, что вот ажиотаж, праздник, что завозятся, люди там в спешке покупают продукты, рассчитывают то, что там не обратят внимания, не посмотрят. Вот такие факты у нас были, что завозили, целенаправленно завозили вот просроченную продукцию. Такие факты выявлялись. Но это в прошлые годы было, сейчас при мониторинге последние годы уже таких фактов уже мы, можно сказать, сводим на ноль. Уже сами люди уже тоже обращают на это внимание, берут продукцию на ценник
И немаловажный факт и на условиях хранения продукции. То есть, если продукция должна храниться в холодильнике, она хранится под палящим солнцем, то это тоже будет непригодно к употреблению, хотя там сроки годности и соблюдаются, условия хранения там нарушены. Такие факты тоже есть. Но в последние годы уже намечается тенденция, что этих фактов меньше. Меньше. И предприниматели знают, и владельцы торговых точек знают, что обязательно будут проводиться контрольные надзорные мероприятия, и при выявлении этих фактов будут эти нарушения пресекаться очень жестко и наказываются, и там большие штрафные санкции накладываются на них. Одну минуту, Яхья, у нас звонок. Алло, говорите, вы в эфире. Алло, говорите, мы вас слушаем. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам, Дadi Халшин. Ацхим рука еттера, телевизор, ахи программ. Климат, аж улиц, сифсат, сужи, валунанц. Вот теперь على استسرقوا номера, туда вверх, МВД حياتي, лаки, годы. И поворачивается до улицы Климата до конца, ни капли воды нету. И постоянно не бывает, они мало. Ну, Иран, хидаш, я куда больше, ну, люди, их не остановишь людей. Ну, факт в том, что до нас вода не идет. Как, что это может там решить вопрос какой-то, поднять, а вопрос решить, если хутер, ты сейчас, мысли, поймешь, кого надо уйти. Что можно сделать? Хажил Сахамди, телефон, телефон, номер, адрес, да, Аллах, целаки барачаки, чтобы мы могли передать уже вот режиссеру, который отвечал на звонок. Ну все, да. Мы эти данные передадим в оперативный штаб, правильно же, логика верна, а дальше уже, хотя все здесь. Спасибо большое, Диалрес Алихал. Ну, вот еще один участок, Хамзат, для вас. Да, моментально это уже. Пиво, да? Нет, это Сужа. Это по Суже, улица Калиматова, он сказал, да, по-моему? Калиматова. Да, ну, есть там такая проблема. Сейчас вот моментально уже бригада, я дал поручение, когда сюда выезжал, чтобы они реагировали моментально. Сейчас уже, я больше чем уверен, уже бригада уже выезжает. На эту улицу вода будет обязательно. Ну, будет здорово, на самом деле. И тот человек, который нам звонил, да, он, я больше чем уверен, был в курсе, почему у него нет воды. Недостача воды, вот оттуда не пропускают, вот о чем мы с вами говорили только что, да? А нельзя как-нибудь сделать, перестроить схему так, чтобы люди могли добывать воду и чуть повыше, чем внизу? Нет, ничего там? Не то, что можно, нужно даже делать. Для этого нужно делать кольцевание, полностью окольцевать. Там очень серьезный процесс, очень трудоемкий. Трудоемкий это одно, очень затратно. Сейчас вот по линии Роснефти у нас будет пробурено 10 скважин в Назране и Магасе. Водой будет 100% обеспечен населенные пункты Ингушетии, в том числе и Плиево. Вот уже на... Проект уже есть? Проект есть, уже второй этап уже пошел, деньги выделяются, люди уже готовы, сейчас будет пробурено и водой обеспечен. Спасибо. Спасибо. Я думаю, ответили на ваш вопрос. Теперь мы снова вернемся к Яхье Шадиеву. Яхья, я хотел продолжить по теме качества продуктов, а у нас звонок. Да, вот не хотел, чтобы я спрашивал. Алло, говорите, вы в эфире. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Так, это Барсукова, улица Дудургова. Вот все жалуются, что у них нет воды. А у нас здесь с января месяца прорвало трубу и течет вода. Мы обращались в администрацию нашего сельского совета, но безрезультатно. Вода до сих пор течет. Ведь кому-то она не достается. Можно же сделать так, чтобы эту воду закрыли, и куда-то она ушла в нужное русло. Спасибо большое. Спасибо. Да. Очень хороший, даже не вопрос, очень хорошее, скажем так, замечание, да, кому-то ведь
вода не доходит. Ну, Дудургова улица в Барсуках. Да, уже вот, я говорю, по окончании сразу я это записал, по окончании сразу бригада выедет и устранит. Да, нужно может быть вопрос. Устранить это, конечно, мы легко. Не, в любом случае, просто, понимаете, вот сознание граждан, это же очень здорово. Очень приятно. Человек, знаете, да. Вот не сидит, вот мне хорошо, и дальше трава не расти, а человек действительно относится к этому серьезно. Я сказал, чем Барку. Яхья, я снова возвращаюсь к вам. У нас еще один звонок. Алло, говорите в эфире. Алло, мы вас слушаем, говорите. Ассаламу алейкум. Еще вопрос, Сахин. Карбалаки, партизанской улицы, там новые трубы положили, года 3 назад, но не подсоединили они центральным, Хидагастра. А деньги собирать приходят контролеры. И 2 вопроса были. Вы знаете, Ингушский регион водоканал, Ингушский водоканал, они говорят, поменялись, старые долги надо оплачивать или нет? И когда они подсоединят воду? Спасибо большое. Это очень интересный вопрос, Делресл. Ну вот и пошло. Ну, пошла вода по трубам. Ну, Хамзат. Действительно, конечно, сюда просто так звонить человек не будет. Я думаю, у людей есть проблема. Вот о чем мы говорили в начале своей передачи, да, о том, что вода должна быть, это жизненно важно, необходимо. Мы обязаны. А что касаемо по сборам платежей, да, конечно, за потребленную воду, если у него нет счетчика там по квадратуре изымается. Ну, человек говорит, что проложили новые трубы, но вода по ним не течет, а деньги просить приходят люди. Вот как этот момент понимать? Ни один человек давать денег не будет, если у него нет воды. Да, я не думаю, что вода-то там есть, надо посмотреть, просто про какую трубу идет речь там. Партизанская улица. Ну да, пометьте себе, обратите внимание. У нас еще один звонок. Алло. Алло, говорите, мы вас слушаем. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Дадихалыч. Название идет с телефон. Могушкова, улица Могушкова, дом 11, возле дома 11, с улицы, на улице, короче, газ течет. Я звоню, короче, говорю, вот газ течет, это еще года 2 назад. Они говорят, что надо перекрыть, короче, газ, за то, что перекрыть его, надо заплатить 10 000 рублей. 10 000 у меня нету, поэтому так и газ течет здесь уже года 2. А кто говорит, что нужно платить, я не понимаю? Ну, я звоню в ГАЗ, вот МЧС звоню, я, короче, 112 набрал, соедините меня с газовиками, они вот так говорят, мне, короче, заплатить 10 000 за то, что перекрыть и открыть газ, чтобы заварить его. Это Спасибо. Надо мне платить или же не надо? Или они от себя это Не говорят? Надо, я вам говорю, я не работаю в службе газа, но я вам говорю, не надо. Спасибо. Руслан Дидигов, вопрос к вам получается. Значит, меня немножко удивил сейчас заявление этого товарища, потому что в течение длительного времени утечка газа, и никто ничего не делает. Единственное, я сообщу, обязательно, значит, примут меры по этому вопросу. Но меня немного удивляет это. Обычно в таких случаях наши аварийно-диспетчерские службы реагируют очень быстро. Ну, я, честно сказать, я поддержу сейчас Руслана, потому что буквально пару месяцев назад в Магасе очень сильно из-под земли шел запах газа. Я позвонил, это был 12 час ночи, позвонил и сказал, вот такая вот ситуация. Я вам клянусь, 15 минут люди были там, и никто денег не просил вроде бы. Нет, меня удивляет сейчас вот это. Ну, нужно будет разобраться с этим. Ну да, разберитесь с этим. И человек, я думаю, не думаю, что врет, потому что он оставил точный адрес Могушкова, 11, в любое время можете обратиться. У нас еще один звонок. Алло. Мы вас слушаем, говорите. Алло. Да. Хажулдерик Халчын. Хажулдерик. Саабчер телефон. Улица Джабагиева, Итха. Майбу Хакача, Шихалыц, Туне до сентября, до октября. Саабчер, да? Саабчер, Все. Теоресл Баркул Саут. Вот, Джабагиева Сагапши тоже говорит, с мая по октябрь нет воды.
Ну, в этих Сагапчах мы вот буквально две недели, как мы выезжали с директором, разбирались с ситуацией. Там немного ситуация больше виноваты сами жители. В этих Сагапчах они что сделали? Везде, по всему населенному пункту у каждого есть колодцы. Ну, он для себя это сделал, колодец, да, вот. Пока вот эта вода дойдет до верхней точки, конечно, вот эти разводящие сети не успевают подавать давление. Мы давление подняли здесь, в нижних Ачулыках, да, вот, чтобы подать, чтобы обеспечить 100% водой. И тут же разрыв пошел, разрыв трубы. Вот опять та же самая ситуация, вот то, что мы говорили, да, с плиткой, то, что моют, там пользуются, то же самое. Ну вот вы говорите о колодцах, о появлении колодцев, они же вытекают из того, что воды нет, так ведь? Ну, я лично не стану рыть колодец просто так. Нет, вы не ставите, эти колодцы, они вылиты еще 70-е, 80-е годы. Не сегодня и не вчера. Ну, в любом случае, да, вот с мая сейчас по сентябрь. Установили дополнительный насос. В этом месяце уже, ну, на дня уже вода должна пойти. Обязательно. Уже установлено, приобретено, там глава администрации района в курсе, приобрели насос дополнительный, и вода уже пошла. У нас еще один звонок, друзья, давайте примем. Алло, говорите. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, Дед Калыч. У меня вопрос такой. По улице Леонида, Несть, это Пальтавская, сельское поселение Нестерское. Вода будет вообще или нет? Будет. Тогда... Спасибо большое за вопрос. Улица К? Да. Леонидова улица. Леонидова. Да. Будет вода? Ну, вообще, да, я вижу, и Умар записывает все, поэтому вам в любом случае придется подать людям. Вот. Ну, на самом деле, друзья, когда мы начинали этот эфир, мы действительно думали, что по воде будет больше всего вопросов, и на самом деле так оно и есть. Все вопросы к вам, да, все вопросы к вам. И последний вопрос к Яхье, все-таки закончится вопрос. Как у вас получается отслеживать качество продукции? Вот вы говорите мониторинг, а как вы это мониторите? Ну, вот есть поручение главы республики, помимо поручения главы республики, и у нас свои плановые проверки проходят и внеплановые проверки по приказу. Выходим на проверку, на объект, осматриваем объекты, осматриваем продукцию просто. Заходим на каждый объект и смотрим, как они хранят эту продукцию, есть ли там в этом данном торговом объекте просроченная продукция. Вот таким образом и отслеживаем. И могу вас заверить, что ни одна торговая точка не остается у нас неподнадзорной. И мы стараемся охватить все эти торговые точки. Особенно вот в эти праздники, в период Мархаж, там, на Новый год, у нас работа усиливается в данном направлении по контролю вот, продуктов питания именно. Вот, этот вопрос у нас находится на контроле, то есть это ежедневная наша работа. Все, спасибо большое. Друзья, уважаемые гости, вам спасибо, что пришли и нашли время прийти. А вам, уважаемые телезрители, я желаю легкого месяца Рамадан. И в конце, конечно, обращайте внимание на цены. Это была программа «Главное». Меня зовут Амир Цичоев. Всего доброго. Смотрите НТРК. До свидания.